Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире национального телевидения старая добрая программа «Один из нас», которую вот уже больше 10 лет с огромным удовольствием веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И я очень многие темы пропускаю через свою призму, через свои какие-то отношения какое-то, участие, возможно. И одной из тем – это вот то, как я сейчас выгляжу. Мне очень нравилось завязывать бабочку, приспускать вот края манжет на положенные 1,5 сантиметра, черные носки обязательно, да, Нелли Борисовна. И я с огромным удовольствием представляю сегодняшнего нашего гостя. Это руководитель танцевального клуба «Реверанс» Нелли Борисовна Лило. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Появление ваше в нашей темной студии отнюдь не случайно. Буквально недавно отгремели 8 выпусков программы «Танцуй», в котором не спортивная часть танцевальной жизни, да, а такая хоббийная часть была раскрыта. Люди совершенно разных профессий, совершенно разных возрастов, увлечений, они попробовали себя в мире, танцевальном мире. Танцевальный мир – это очень сложная структура, она очень, скажем так, структурирована, классифицирована. И вот вы, как тренер, как руководитель одного из ведущих спортивных клубов, танцевальных спортивных клубов, вот про то, как прошли вот эти 8 выпусков, 8 недель при вашем непосредственном участии. Вы были председателем жюри. Пожалуйста. Ну, что я хочу сказать. Это было здорово. Это было здорово, потому что любое приобщение нашего общества к танцевальному виду — это прекрасно, потому что я считаю, что нам очень не хватает танцев в жизни, потому что люди, загруженные постоянными своими проблемами, работой, воспитанием детей и так далее. Самое большее, что встречается в жизни, это когда родители углубленно живут жизнью своих детей. Дети танцуют, дети принимают участие в разных кружках и так далее. Вот. Сами родители остаются за кадром. Они не принимают участие активное вот в такого вида социальной жизни. Да? Вот, что получают люди с танцами? Во-первых, это общение с музыкой. Музыка к чему приводит? К мощному релаксу. Когда человек слушает красивую музыку и еще имеет возможность двигаться под эту красивую музыку, что происходит? Происходит отвлечение от всех проблем жизненных. Все уходит из головы. И человек расслабляется, он отпускает свои какие-то нерешенные вопросы и так далее. А мы знаем по психологии, что если человек расслабляется, то и решение всяких вопросов приходит очень быстро. Вот. И безболезненно, так скажем, без всяких последствий. Вот. То есть как бы тяжесть бытия, она нивелируется с помощью танцев. Вот. Поэтому это было бы очень здорово, если бы танцы стали культурой нашего общества. И ваша программа, она представляет огромное разнообразие танцевальных видов. Это и современные танцы, это и народные танцы, это и бальные танцы и так далее. То есть люди имеют перед собой пример, что они могут выбрать для себя, что-то им может быть ближе, да? Вот. Единственное, что прямо очень хотелось бы, мне как бальнику, очень бы хотелось, чтобы больше приходило народу именно в бальные танцы и в народные. Потому что народные — это наши истоки, а бальные танцы — это, в принципе, международное общение. Это то, что выводит людей на международное общение без знания языка. Вот. Потому что язык танцевальный — это как раз международный язык. Вот. Вот вы сказали, танцы расслабляют, танцы помогают по-иному посмотреть на совершенно какие-то
кажущейся нерешаемой проблемой и так далее. Но даже пищеварение улучшает. Вспомним традиции наших предков, да? Да. Любая народность после трапезы встает и пляшет, танцует. Да, танцует. совершенно верно. То есть это было в Греции, это было на Руси, это было, возможно, где-то на эсэхах люди тоже вот танцами занимаются. Да? Реально, вот какие-то вот такие вещи, они происходят с выработкой. Ну и танцы — это прежде всего огромная физическая нагрузка, потому что без должной физической подготовки, я сам немножко стоял на паркете, по-моему, ну, сравнимо с хорошей лыжной прогулкой. Ну, однозначно. У нас, если брать спорт, то за одну тренировку, даже не тренировку, а просто прогон всей программы, люди теряют 3 килограмма сразу. Вот 3 килограмма за тренировку уходит. Вот. Ну, понятно, что там больше, может быть, уходит воды и так далее. Но, однако, вот так сушатся, говорят спортсмены. Да? То есть они танцуют очень много. Вот, и получается, что они получают свою форму, ту, которая соответствует этому виду спорта. Ну, а если просто потанцевать, конечно, человек, если не подготовленный, ну, что возникает? Одышка и так далее. Потихоньку, постепенно, когда человек вовлечен в этот процесс, и он не однократный, а постоянный, то, конечно же, уходят всякие болячки, уходят, в общем-то, какие-то неприятности, которые поджидают нас с возрастом также. Вот. И человек просто и молодеет душой, во-первых, а во-вторых, конечно же, все налаживается в организме. Вся работа. Вы упомянули такие термины, которые, ну, совершенно с такими силовыми видами спорта связаны, с усушками и так далее. В принципе, мы вернемся еще раз к теме танца как спорт, но для начала еще раз я для наших телезрителей хотел бы все-таки больше представить Нелли Борисовну Лило. Для неподготовленного уха некая такая прибалтийская сущность вырисовывается такая. Да? На самом деле вы коренная якутянка. Да, абсолютно Да, верно. расскажите вот немножко о себе и как вы пришли В танцы? спорт. Да, в танцевальный спорт. Ну, это произошло, наверное, должно так было случиться. Вот. Я вообще-то родилась в Усть-Нере, это Имиконский район, наверное, все знают, где он находится. Это полюс холода, вот, минус 72 градуса. Вот. Прекрасная природа, чудесная и очень мощная отдаленность, конечно, от цивилизации, когда еще не было ни телевидения, ну, радио, естественно, было. Вот. И когда появилось телевидение, мы еще тогда были детьми, каждый год, на Новый год в 4 утра была программа такая зарубежная эстрада. Именно в новогоднюю ночь. Больше, по-моему, такой передачи нигде не было. Я тоже помню. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады. Совершенно верно. Да. Совершенно верно. Вот. И вот как раз в этой передаче зачастую показывали именно выступления коллективов по бальным танцам. Это были Чехословакия, по-моему, представляли их, Польша, Германия. Ну, вот это вот то, что мне запомнилось в детстве. Когда я их первый раз увидела, я просто завороженно смотрела и не понимала, что происходит. Я только понимала, что это очень красиво, просто великолепно, просто бесподобно. И, конечно, мы не спали. Все, вот, кто был увлечен бальными танцами, никто не спал и ждал эту программу, чтобы посмотреть выступление пар по бальным танцам. Очень запомнились наряды, Наряды были великолепные, богатые. Мы тогда даже как-то это и нигде и не видели. Ну, может быть, в художественных фильмах где-то зарубежных что-то такое мелькало, но чтобы это было представлено в танце и не было похоже ни на балет, ни на народные танцы, ни на что абсолютно. Это были бальные танцы. Мы говорили с вами когда-то, но на самом же деле спортивные бальные танцы — это совсем не про то. Это и не про трико, и не про блески, и не про... Абсолютно верно. Это очень... Есть даже такое, вот мы говорим же, Россия это сейчас поднимает очень высоко знамя традиционных ценностей. Именно, как ни странно, в спортивных бальных танцах не допускаются какие-то смешанные трансгендерные такие пары. Конечно, нет. За границей там все допускается, естественно. Но у нас в России нет, не допускается.
Вот. И более того, когда судьи выходят на площадку, они смотрят на пару с какой стороны? Мальчик — это представитель мужской половины населения. Он должен быть мужественным, ярким, красивым, сильным и ответственным, потому что на нем, в принципе, лежит огромная ответственность управлять движением партнерши. То есть он, собственно говоря, танцует своей партнершей. Понятно, что она тоже должна уметь танцевать, естественно, чтобы поддерживать его профессиональный танец, так скажем. Вот. Но движение — это все на партнере. То есть он ориентируется в пространстве. Вот. Он ведет свою девочку. Вот. И поэтому девочка должна быть женственной и ведомой. То есть она не должна свою роль как бы забирать у партнера. И когда девочка выглядит мужественно, а партнер женственно, ну, эта пара не судится. Она проигрывает. Вот, поэтому мы стараемся развивать в партнерах вот эту самую мужественность и ответственность, силу, красоту именно мужского образа. Вот. А в девочках мы воспитываем женственность, нежность и все все составляющие женского образа. Это же прототип идеальной семейной пары. Абсолютно верно. То есть танцевать жизнь. Это Не жизнь. по жизни, а жизнь. Танцы — именно. это жизнь. Танцы — это жизнь. И, в принципе, танцы — это мини-модель жизни. Вот все, что у нас происходит в жизни, какие у нас бывают проблемы, да, вот, кстати, очень хорошо видны все проблемы семейные у нас в танцах. То есть вот как себя ведет ребенок на тренировках по отношению к своей партнерше или к партнеру. Это все читается, что происходит в семье. Открываю огромную тайну. Вот все отношения мамы, папы друг к другу, к детям, это все считывается моментально. Вот. Если в школе, может быть, эта информация как-то скрывается, за учебниками не все поймешь, то здесь это же прямо реальные отношения получаются, потому что они предоставлены друг другу. То есть мальчик стоит в паре с девочкой. И вот эти контактные отношения, да, когда партнер держит в своих, можно сказать, мужских объятиях, девочка учится с детства ею управлять, вот тут, конечно, все воспитание проявляется. Вот. Феминистки будут, скажем так, не согласны с вашими словами о том, что женщины должны быть управляемы. Ну что вы, обязательно женщина должна быть управляемой. Но она не должна быть глупой, прежде всего, но она должна быть управляемой, потому что если она будет управлять, то мужчина не будет этого делать. А понятное дело, что мужчина сильнее. Нет, я перевариваю ту информацию, которая... То есть вот эти понижения мужской роли отца в семьях и так далее, это от того, что сильно выпячивается роль женщины. Да? Однозначно. 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 Женщина, ей так хватит хлопот. Ей хватит хлопот. Это дети, это... А где набраться нежности, где набраться любви? Потому что кто в семье главный по проекции любви на свою семью, на своих детей? Если в детстве мы не додаем этой любви ребенку, мать занята прогрессом и профессией, и продвижением по службе и так далее, зарабатыванием денег, бизнес-вумен и так далее. Что происходит с ребенком в это время? Он не получает любви, потому что только мама может дать эту любовь, научить этой любви. А дальше он что понесет в жизнь? Где он этому научится? Ну хорошо, если они отдадут на бальные танцы. Мы постараемся дать много любви этому ребенку и показать, какие роли распределяются у нас в жизни, что мужчина все решает, а женщина, она, в принципе, подчиняется, конечно же. Но единственное, понятное, что это должно быть все в гармонии. А танцы — это и есть гармония. Без перекосов, да? Да. Вернемся к выбору родителей, решениям родителей и так далее. Смотрите,
В детском танцевальном спорте есть очень постыдное явление, на мой взгляд. Это называется соло-выступление. Ну почему постыдное? Нет, это Ну, не, это не постыдное, это при хорошем положении вещей с партнерами, с партнершами были бы пары. однозначно, да. Согласитесь? Конечно. Просто тут, видите, палка о двух концах. Если убрать соло-программы, то тогда у девочек вообще не будет никакой возможности прикоснуться к этой культуре, бальные танцы. И хотя бы мечтать о партнере. И хотя бы иметь возможность, может быть, даже во взрослом возрасте, встать в пару с прилично танцующим уже партнером. Что иногда, кстати, бывает, что девочки вырастают до определенного возраста и выходят замуж. А партнеры с этим еще не торопятся. Они хотят еще потанцевать. И партнеры, как правило, танцуют до 30-35 лет и не женятся. Ну, то есть они как бы растут духовно, встают на ноги, вот, и только потом уже выбирают себе партнершу по жизни. Ну, крайне редко это бывает, хотя, может быть, и не редко, это бывает партнерша по танцам, но это не бывает партнерша, которая встала в детстве, потому что, как правило, эти дети растут как брат и сестра практически, как брат и сестра. То есть отношение мальчика к девочке такое отеческое немножко, так скажем. Вот. А вот если они уже встают в пару во взрослом возрасте, там, конечно, уже могут сформироваться и семейные пары, как это вот произошло у моей дочери, например. Она тоже встала в пару в 22 года с Павлом, который танцевал в Перми. Вот. И вот они вместе пришли к чемпионству. То есть они двукратные вице-чемпионы мира стали. Вот такая объединенная пара. Мальчик из Перми, а девочка из Якутска. Вот. Если у девочек будет такая возможность, конечно, танцевать, то, может быть, какой-то мальчик, который настроен на хорошие результаты, встанет с ней в пару. Такое возможно, вполне. Но беда заключается в том, что родители, зная о том, что существуют соло-программы, они не ищут себе мальчика в пару. Не ищут. То есть они говорят, да где их возьмешь? То есть как будто у нас вообще нет мальчиков. Где их возьмешь? Вот такой вопрос возникает. У меня спрашивают, где взять мальчика? Ну, надо привлекать, конечно же. Просто культура бальных танцев настолько сейчас, видимо, не популярна, к сожалению, здесь у нас в Якутии, потому что, например, на Дальнем Востоке это популярная тема. Я вот все время рассказываю такую историю, когда я выходила судить в Хабаровске, первый раз, когда мы там появились на судействе, у нас уже здесь были эти проблемы, что не хватает мальчиков в нашем виде спорта. Вот. И мы вышли судить пары «Дети 2». Такая категория есть, это 10-11 лет дети. И когда на площадку вышло 16 пар, мальчики и девочки, мальчики все подтянутые, красивые, с такой стрижкой классической, да, опрятно одетые, спортивно затянутые, в общем, невероятные красавцы, и вышли девочки, и было настолько видно, что они, мальчишки, мужественные, они друг на друга посматривают, что, мол, я сейчас буду просто рваться вперед, а ты там будешь за мной. И каждый так думает. Вот. И когда ты поворачиваешься и видишь, что там стоит еще такой второй заход, и там еще стоит такой третий заход, и такой четвертый, и пятый, а в Москве таких заходов 19-20. То есть это тренд больших городов. Конечно. Конечно, но когда-то... И надо здесь воспитывать. Надо воспитывать, конечно, надо воспитывать, потому что прежде всего это культура отношений. Это культура отношений. У нас, я очень рада, что у нас развиваются различные виды спорта, одиночные, там, борьба, бокс, футбол, хоккей, да, вот. Но
А как же быть с отношениями тогда? Где они будут получать этот пример, наши дети? Где? Для девочек вообще только один вид спорта — это гимнастика, ну, фигурное катание. Хорошо, фигурное катание. А что еще? И где воспитывать детей вот в этих взаимоотношениях гармоничных и здоровых? Только бальные спортивные танцы. Это подходит просто великолепно. Народные танцы, я согласна, я очень люблю народные танцы. И, как правило, если ребенок проходит через народные танцы, это, конечно, очень правильно воспитанный ребенок. Вот. Очень уважаю народные танцы всех народов мира, потому что это особая культура, это наши истоки. Опять же, возвращаясь к выбору родителей, я ремарочку просто допущу, потом перейду плавненько к другому вопросу. Да? На самом деле я хочу обратиться к папам и мамам. Да? Не надо слово «латино» использовать в плане того, что это некое вот такое вот и так далее, все такие блестки в облипочку и прочее. На самом деле вся латинская программа, она расстроится на одном очень хорошем испанском явлении, которое называется мачизм. Да? Да. Поведение мачо. Да, совершенно верно. Маскулинность. Абсолютно верно. Но я бы хотела еще такую важную вещь добавить. Дело в том, что мало кто знает, что вот, например, у меня сын закончил РГУФК, это Российский государственный университет по физической культуре и спорту, по специальности сложно-координационные виды спорта. То есть наш танцевальный спорт, именно бальный, является сложно-координационным видом спорта. И есть еще один такой, второй, это фигурное катание. Все. Больше ни один вид танцевальный не относится, и ни один спортивный вид, никакой, не относится к сложным координационным видам спорта. Что такое сложная координация? Сложная координация — это когда присутствует в движениях изоляция, то есть верх работает в одном направлении, а низ совершенно в другом. Вот именно здесь латиноамериканская программа наша работает. То есть когда у нас есть скручивание в теле, когда верх работает в одном направлении, а низ совершенно в другом. И вот эта изоляция, при всем, что тело очень свободно, очень раскрепощенное, и в то же время оно не теряет свой тонус и не теряет свою растянутость в разные стороны, в 3D, можно сказать, в таком положении. Да. Есть же еще проблема не столкнуться с другой парой. Ну, ориентационной. Это как раз вот ответственность. Это когда нужно понимать, где ты и как ты двигаешься в пространстве. Да. Вот. А именно в подготовке тела участвуют два полушария. И развиваются именно два полушария. И рабочие два полушария. Потому что когда ребенок занимается в других танцах и других видах спорта, у него развивается только одно полушарие, которое у него превалирует. А в наших танцах два полушария. Это уже доказано медиками, в принципе. Это доказано. Вот. Вообще танцам покорны все возраста, да, потому что я не буду ходить далеко. Есть очень замечательное явление такое, как называлось «Вальс Победы». Да? Михаил Захарович, как бы к нему не относились, возможно, в мире спорта, там, дескать, он больше такое развлекательное направление культивирует и так далее. Но при этом Михаил Захарович внес такую лепту, как культивирование среди старшего поколения. Да? Вот эти гранд-сеньоры, явление гранд-сеньоров — это очень прекрасно, когда пожилые пары, они социализируются, проводят свое время и так далее. Но мы говорим сейчас о детях, мы говорим сейчас о тех начальных шагах, которые делают дети в танцевальном спорте. Игры «Дети Азии». 8-е международные спортивные игры «Дети Азии». Ваши две пары вашего клуба отобраны в сборную Якутии. Да. И тренирует их товарищ Лопатин. Да, Лопатин Павел, это партнер моей дочери, вот как раз двукратный вице-чемпион мира. Ну вот то, что мы вернулись, мы же в прошлые игры не принимали участие, но по стечению обстоятельств, и там пандемия была и так далее, это, конечно, было обидно, но
мы вернулись в бальные танцы. Это, конечно, случилось все только благодаря нашей любимой, дорогой Людмиле Валерьевне Николаевой, которая взяла нас под свою опеку, под свое крыло и, можно сказать, возрождает, и этим занимается, это ее цель, возродить бальные танцы в нашей республике. И она прилагает огромные усилия к тому, чтобы наши дети развивались. Что было очень сложно делать именно в период пандемии, когда невозможно было проводить занятия должным образом, невозможно было проводить турниры и так далее. Были огромные запреты и ограничения. И только благодаря Людмиле Валерьевне мы выжили в этой тяжелой ситуации. Она поддержала пары и всячески продолжает поддерживать. Вот, она создала команду такую, которая сейчас помогает нам ростить эти две пары. И финансово прежде всего помогает. Помощь просто неоспоримая, конечно. Вот, и вдохновляет нас на эти подвиги. Вот. И то, что она пошла на то, чтобы наш любимый тренер Павел Лопатин стал куратором наших пар, чтобы он стал старшим тренером, и чтобы мы не переживали за их спортивную составляющую. Потому что как бы я больше, так сказать, как меня называют, мама реверанса, мама клуба, то Павел Леонидович — это наш настоящий такой прогрессивный тренер, который возит наши пары по всем турнирам, по очень важным мероприятиям и так далее. И мы стараемся быть в тренде, то есть мы стараемся быть в обойме тех пар, которые занимают очень высокие позиции в России. Вот. К сожалению, пока не было возможности ездить за границу, вот, но я надеюсь, что это все восстановится, даже уверена в этом. Вот. И, в принципе, у нас еще все впереди. Я хочу сказать, что «Дети Азии» — это, в принципе, не конечная точка. Это очень важная, но все-таки как бы просто веха в развитии спортивных танцев. Да, вот как бы наш старт может быть. Вот. Но поскольку наши пары, которые будут принимать участие в «Детях Азии», являются первогодками в своей категории «Юниоры-2», то есть они находятся в возрасте 13-14 лет. Вот. И только в следующем году у них будет такое раскрытие их потенциала. В этом году, конечно, стараемся изо всех сил, будем рваться как можно выше, занимать позиции. И дети хорошо выступают сейчас на московских турнирах. Вот, они являются финалистами на Дальнем Востоке. Но уже несколько раз тоже делала предложение Людмила Валерьевна, что можно выезжать уже в Китай на соревнования и так далее. Но вот мы решили, что в этом году мы еще подрастаем, а в следующем году мы уже, скорее всего, будем ездить и за границу. Но самое интересное, что они настолько подходят друг к другу. Ну вот первая парочка у нас — это Арылхан и Милослава, Данилов Арылхан, Мазанова Милослава. Очень красивая пара. Вот, растут вместе уже 5 лет, по-моему, так, подождите, я даже уже запуталась, они настолько давно вместе. Арылхан как пришел в 8 лет заниматься, так вот он с Милой вместе уже и танцует все это время. А Тимофей пришел заниматься вообще в раннем возрасте, и они встали в пару на возраст раньше, чем Арылхан с Милой. Вот. И даже являлись победителями многих-многих турниров тогда. В пандемию немножко притормозили, и сейчас с новыми силами вперед, вперед, вперед. Я к тому, что есть предубеждение в якутских семьях, что танцы это не чисто этнически не подходит. Да тем что более вы! спортивно. А если взять Китай? В Китае это вообще государственная программа. И еще буквально лет 5, даже скажу, назад китайцы танцевали никак. Просто никак. Сейчас это просто... Ведущие, да? Это, ну, ведущими я бы их не назвала. Но рывок очень большой. Рывок не просто большой, мощный, мощнейший рывок. Все равно ведущими остаются российские пары. Почему? Причем
Российскими парами я называю не этнические русские пары, а российские пары. Это пары из Казахстана, хотя это другая страна считается, да, никак не могу привыкнуть. Ну вот бурятские пары, дальневосточные пары, где много смешанных пар тоже. Не знаю, все прекрасно. Но Это предубеждение. это абсолютно предубеждение, потому что у нас все-таки оценивается харизматичность, а у нас очень много харизматичных ребят. Это зависит от темперамента. Какой ребенок? И то различный темперамент, если мы выясняем, например, что за подростковую часть к приходу к молодежи темперамент ребенка не настолько мощный, чтобы танцевать латиноамериканскую программу, но достаточный, чтобы танцевать европейскую, может быть, у него такое элегантное отношение к танцу, да, то он выбирает себе европейскую программу. Вот и все. Вот. А настолько есть элегантные пары, потрясающие. Именно вот у нас в Якутии танцевала пара прекрасная. Это был Даргонов Илья и Охлопкова Саная. Талантливейшая пара, потрясающая, которая, вот, ну, к сожалению, у нас есть еще такой момент. Если ребенок готовится к поступлению, то они оставляют танцы. И вот они несказанно рано оставили танцы. То есть вот то, что они в 10 вернее, классе оставили танцы, чтобы готовиться к поступлению, это было огромной болью для нас, потому что это была элегантнейшая, красивейшая, талантливейшая пара. Нелли Борисовна, я знаю, что в мире спортивно-бальных танцев есть много условностей и примет каких-то тоже. Поэтому не будем говорить, что там рассчитывает наша пара на какие-то хорошие места и так далее. Все покажет время, все покажет паркет. Да? Совершенно верно. Все решит судейство. И как я просто, зная вас, зная ваш подход к делу, я просто уверен в том, что подготовка наших пар сборной Якутии по спортивным бальным танцам идет в должном ритме. Абсолютно верно. Я просто вот это вот подытожу. Я очень рад поговорить с вами, с уроженкой Гуснеры. Вы же Лило по мужу, да? Да, Лила — это фамилия моего мужа. Лилла. Вы Эстонская Бобровская. фамилия. Я Бобровская, да. Да. Бобровская Нелли Борисовна. Еще раз. Очень приятный, в приятном темпе, с приятными какими-то отступлениями, вступлениями, вкраплениями. Для меня, как для журналиста, я люблю плавать, как не плавать в том смысле, что вы чувствуете себя неуверенно, а плавать, находиться как рыба в воде, да? В темах, которые мне близки и понятны. Наверное, мало кто из журналистов на таком уровне, в принципе, может говорить с одним из ведущих тренеров одного из ведущих клубов Якутии. Я знаю, что движение спортивных бальных танцев у нас в Якутии очень широко представлено. У нас есть замечательные коллективы в Мирном, в Ленске, в Нерюнгри, скажем, с Плесками появляются очень сильные пары. И хорошо, что мы сегодняшним нашим разговором, может быть, если хотя бы у двух родителей, да, у папы и мамы, перечеркнули все их предубеждения насчет того, что бальные танцы — это какой-то элитный, там, мало физически нагруженный вид спорта и так далее, и они решат, да, мы сделали правильный выбор, наш ребенок пошел в танцы, то мы будем считать, что задачу свою, Нелли Борисовна, выполнили. Да? Если хотя бы двое родителей. Да. Если родителей будет 10, 100 и так далее, мы будем считать, что вообще очень хорошо с вами поработали. Но ведь у нас работа говорить о тех явлениях, вещах, видах спорта, тонкостях тренировки, в которых мы погружены всю свою жизнь. Да. Я несказанно рад, что главный судья нашего прошедшего проекта «Танцуй» стала именно Нелли Борисовна Лило, которая по праву Благодарю за может приглашение. считаться одним из знаковых фигур в танцевальном спорте нашей республики, которая переживала и яркие моменты, и ярчайшие моменты,
Я думаю, что много ярких моментов у нас еще впереди. Я очень на это надеюсь. Очень надеюсь. Очень приятно было с вами общаться, очень приятно было работать на программе. Вот. И вообще ваш дружный коллектив поднял такую, конечно, глыбу, я считаю, потому что я думаю, что это одна из самых важнейших тем в нашей жизни Якутии. Если люди будут приобщаться к танцам, и действительно родители приобщат своих детей к элите, причем я вкладываю туда смысл такой, что это будущие, может быть, управленцы, бизнесмены, потому что в паре ребенок, мальчик, отвечает за себя и за девочку. Он учится, собственно говоря, руководить. Это будущий руководитель. Это не обязательно будущий тренер. Может быть, он не захочет быть тренером, но танцы точно останутся у него на всю жизнь в его сердце и в движении. Но это будущий руководитель, потому что люди вырастают настолько самобытные, ни на кого не похожие в плане решений, принятия решений. Они очень быстро взрослеют. И не в плане того, что они физиологически быстро взрослеют. Нет, они интеллектуально быстро взрослеют. У них очень высокий IQ. И хочется, кстати, опять папам немножечко добавить о теме «мальчики в танцах». Во-первых, костюмы у нас элегантные. И не обязательно в блесточку и в обтяжечку, боже упаси. Сейчас в моде элегантные мужские костюмы, такие практически, как носят в жизни. Даже, в принципе, еще более элегантные и еще более мужские, я бы сказала, потому что они должны подчеркнуть именно мужественность, это прежде всего. А второй момент, который мне бы хотелось еще и еще раз повторить. Прочитайте про Джека Ли. Был такой основатель своей школы борьбы, да, Джек Ли. Он чемпион по ча-ча-ча в Японии. А зачем он взялся за танцы? А чтобы освоить сложную координацию и быть самым лучшим в своем виде спорта. Самым лучшим. Я знаю, что сейчас многие в Москве, занимаясь футболом, например, детей отдают в футбол, отдают параллельно в танцы. Зачем? А чтобы их мальчик в футболе был лучшим, потому что он владеет сложной координацией. Пока остальные бегают и не понимают, что происходит, почему он такой крутой, почему он так мощно понимает площадку, почему он так мощно двигается, почему у него такие ноги, откуда у него такая концентрация внимания, откуда у него такая память, откуда у него такой баланс. А все оттуда. От сложно-координационного вида спорта, бальные танцы. И зачастую и папа, и мальчик помалкивают, не говорят о том, что они ходят на танцы. Но факт, он лучший там, в команде. И это не первый случай, то есть я это знаю конкретные случаи, кто так занимается. Вот, поэтому я призываю, попробуйте, товарищи родители, 3 года ваш ребенок походит на танцы, и если вас привлечет другой вид спорта, я вас уверяю, вас туда оторвут с руками, с ногами. Ну, есть такое выражение, да? Вот. Просто туда возьмут вашего ребенка уже подготовленным, и он там будет лучший. Еще раз спасибо за вашу увлеченность. И в завершение нашей программы я бы хотел просто один факт подчеркнуть, который, как мне кажется, очень ярко иллюстрирует все то, что сегодня сказала Нелли Борисовна. Нелли Борисовна, можно я скажу этот факт? Друзья мои, в спортивно-бальных танцах при объявлении пары первым объявляют партнера. Увидимся.